Он очень хотел. Ему нравилось стрелять. И он мог допоздна, до ночи он мог тренироваться. Он где-то с 8 класса начал. В 8 году он уже участвовал в Пекинской олимпиаде, после этого он мне передал. Держи. Ну это я подправляю, чтобы плечо не поднималось, чтобы прижимало подбородку. Ну и положение головы. Учащийся 3 класса. Близняшки. На Сарин, давай. Они еще стрелу не выпускают? Не, они только 3 класс, им просто надо натягивать, научиться правильно натягивать. Потом уже будем, наверное, может быть с осени уже начнем пробовать стрелять. Растянулись, держим по 5 секунд. Пускаем. Царина, Алена, Сарина, Аюна. Сюда выйдите, тут понатягивайте. Царина, иди сюда. Отдельно тут понатягивать четвером. Не-не-не, куда пошли? Вот тут. Наран, натягивай. Ну, по 5 секунд держите. Цель поставишь. Ну, хорошо. 3 палец не забывай, а? Держим. Он где-то в 2005 году, по-моему, приехал бронзовым призером чемпионата России. Это первое большое начало его. Тимур у нас в семье первенец. Родился 26 октября 1987 года. Но он у нас рос добрым, хорошим, прилежным мальчиком. В 9 классе к нам в школу пришел тренер Дашнима Нарыбоевич открывать секцию по стрельбе из лука. А до этого Тимур, он знал в этот вид спорта. Говорил, что мама, я хочу научиться стрелять из лука. Это надо было ездить в спорткомплекс Тамир. Это за речкой у нас. От нашего дома он далековато, поэтому не стала вот его записывать в эту секцию вот, по стрельбе из лука в Тамир. И по счастливой случайности в школе открыли секцию. И он как-то пришел из школы и очень радостно мне сказал: мама, я записался на стрельбу из лука. Как записался на стрельбу из лука? А к нам, говорит, пришел тренер, говорит, мы сдавали, говорит, эти комплекс упражнений, когда была отборка детей. И я, говорит, очень много раз, говорит, хорошо, говорит, подтянулся и отжался. И меня, говорит, Иван на работе взял, говорит, к себе на секцию стрельбы из лука. Он очень был рад этому. И с тех пор он прямо каждый день не пропускал ни одной тренировки. Каждый день. Он прямо был целеустремленный. Ему нравилось стрелять. И он мог допоздна, до ночи он мог тренироваться. Потом я как-то его спросила: а почему так долго стреляешь? Я говорю: время-то уже поздно. Мама, у меня не получается. Я хочу, чтобы у меня все получилось. И вот он такой был упертый. И из-за этого, наверное, достиг таких результатов. В 8 году он уже участвовал в Пекинской олимпиаде, после этого он мне передал. Ну, я думал, как с ним работать, но встретились, оказывается, нормально, хороший человек. Легко было с ним работать. У него характер, хороший характер такой, податливый, незлобливый, все нормально, все понимает, старается все делать. В 9 году мы уже уехали с ним во Францию, парфюмерный центр Франции. В Виши уехали, где он занял 3-е место. Потом у нас затруднения маленькие были с выездами на соревнования. Подготовка на 12-й год на Олимпиаду в Лондон.
Анзат Цыдыпович Гандыков программу с Митяшовым составили для подготовки на Олимпиаду в Лондоне. И 500 тысяч рублей по тем деньгам очень хорошие деньги были. И мы на эти деньги беспрепятственно ездили на сбор, на соревнования. Большое спасибо Анзат Цыдыповичу. Вот этих плотно их общих усилий вылился вот эти 2 олимпийские медали. Это было очень хорошее подспорье было. На стенде вот его все награды, вот эти вот золотые медали всероссийских соревнований, это тут серебряные медали всероссийских соревнований, вот это вот бронзовые медали за 3-е место, а вот эти вот все международные, вот чемпионат мира он у нас в командном зачете, в личном, вот еще золотая медаль, вот бронзовый чемпионата мира. Вот тут у него тоже вот эти все международные соревнования. Вот это вот чемпионат мира, бронзовые медали. Так, вот у него вот это вот самая первая международная вот награда, золотая медаль 2006 года, чемпион Европы. Захватываете пальцами тетиву, левую руку поднимаете, плечо ставите и растягиваете до подбородка. И держим. У каждого ребенка свои особенности. Кто-то физически сильный, кто-то слабенький, но индивидуально надо подходить и учить каждого индивидуально. Но азы стрельбы из лука тренер преподает всем одинаково. Самое главное научить ребенка правильной изготовки стрельбы из лука. Это получается встать на линию, ровно встать, упереться об лук, захват пальцев, растянуться правильно и приложиться, прикладка, подбородок должен быть четким, одинаковым. Дашиним Манарбович в 2002 году начал меня преподавать в Амитхашинской школе. Но тогда было, матчасти тоже проблема была. И он первый лук мне дал деревянный лук. И со временем деревянный лук превратился в железный рубин нашего российского производства советского. Ну и со временем перешел на фирму Хойт. И до сих пор с этого лука стреляю. Но Дашинин Манарбович научил всему. Он мне только показывал, все остальное я сам делал. Да. Даже он мне гнездо не делал, просто показал азы в начале. И в дальнейшем я все делал сам. Ну и, конечно же, как педагог, он был очень хорошим педагогом. И, соответственно, он преподавал не один, в паре с Халмал Бадмажаповной, супругой. Они вместе научили азам стрельбы из лука. Ну и в 2009 году Байртаж Амсоевич стал моим вторым тренером. Но он, получается, был учеником Дашима Манарбовича. Мне нравится, как он учит и преподает. Мой тренер достаточно хороший, он очень посвящает себя работе, и он уделяет нам достаточно времени и помогает нам. Мы очень гордимся своим тренером, потому что он хороший. В стрельбе оказалось самое трудное, наверное, подобрать себе лук и достаточно хорошо стрелять, потому что все-таки надо целиться. Алина, прижимай подбородку. 5 секунд и отпускаем. Когда 5 секунд будем держать, уже 7 секунд держать. Ну, я же со стороны наблюдаю, как он с детьми работает. Ну, я думаю, что он будет неплохим тренером, он хорошо работает. У нас стрельба из лука такой вид спорта, как прикладной вид спорта. Без материальной части мы ничего не сделаем. Ну, вроде бы
Все стараются ему помочь в приобретении материальной части туда-сюда, но там, он в Амитхаше работает, Амитхаше там в школе сколько учеников-то, 500 с лишним учеников, он набрал где-то там человек 20, пока работает, но по результатам пока я ничего не скажу, это время покажет, но я думаю, что у него результаты будут. Он все понимает, все знает, умеет все налаживать, умеет все подгонять, пригонять, все хорошо знает. И, наверное, выльется в результат это его усилий. Все у него нормально будет, я так думаю. Байртаж Жамсович, он как ученик Дашима Нарбовича, то, что он знает, и это благодарность Дашиме Нарбовичу, у нас получается учитель один и, соответственно, школа одна. Ну и мы очень сошлись с характером Байртажа Жамсовичем. Ну и до сих пор он мой тренер, вместе работаем, преподаем. На улице вообще надо четко назад работать, понимаете? Иди, вот так. Ага, почаще убирай, еще назад. Тогда вниз не будет ходить. Где у меня? Сейчас, подожди, отверткой надо. Отвертка там есть. Отвертка, у Саши, у тебя же отвертка же есть же.